Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Рад очередной встрече с вами в рамках авторской программы «Конституции мы». Приглашая разного рода гостей, мы стараемся раскрыть потенциал Конституции, различных положений конституционных. И сегодня у нас тема передачи называется «Распространение знаний. Миссия Российского общества знания». Как говорил наш первый президент, знанием победишь. И мы могли бы сказать, что сегодня общество знания действительно вносит свой большой вклад в пропаганду знаний, в том числе в пропаганду конституционных ценностей российского государства. И гостем студии является сегодня директор филиала Российского общества знания по Республике Саха-Якутия Дмитрий Андреевич Апрасимов. Добрый день. Добрый день. Рад вас видеть, слышать. Ну и в студии автор и ведущий данной программы Александр Николаевич Тимкимен, доктор юридических наук, профессор, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России. Ну, начнем с того, какие основные цели и задачи сегодня ставятся перед обществом знания, перед его филиалом. Расскажите, пожалуйста. Российское общество знания – это та организация, которая является просветителем номер один в нашей стране. Да? Данная организация имеет свою большую историю. Мы являемся продолжателями той деятельности, которая проводилась еще в годы Советского Союза. Да, все вы, наверное, помните, особенно представители старшего поколения, какой сильной организацией было общество знания в годы советской власти. И начиная вот с 2021 года, когда Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны, в ходе своего обращения к Федеральному собранию Российской Федерации, он озвучил, что необходимо перезагрузить наше общество знания. И начиная с того периода мы проводим большую работу по просвещению нашего населения. Начиная с 2023 года во всех регионах нашей страны были созданы региональные отделения нашего общества и филиалы. Председателем Якутского регионального отделения является ректор Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Мосова Анатолий Николаевич Николаев. Для него это общественная нагрузка, а я, как директор филиала, являюсь уже непосредственным сотрудником общества знания. И как и в советский период, наша основная задача – это, конечно же, просвещение нашего населения. Казалось бы, с момента развития информационных технологий, да, такие как телевидение, СМИ, радиовещание, интернет-связь, немножко отпала надобность в работе нашего общества, и в десятых годах этого столетия наше общество знания, оно испытывало некоторый кризис. Да, что надо делать, как надо делать, потому что уж больно много конкурентов у нас появилось. Но с ходом времени мы заметили, что действительно надо работу такую проводить, да, потому что сейчас мы все знаем, у нас идет гибридная война, да, это война не только в зоне специальной военной операции, но и идет большая информационная война, информационная атака на нашу страну. И необходимо тоже проводить и свою информационную войну, как говорится, да, то есть рассказывать людям, что, к сожалению, сейчас является правдой, а что является фейком. Большую проблему для нас, конечно же, создают и мошенники, да, которые, манипулируя сознаниями людей, они вмешиваются в их жизнь и, можно сказать, заставляют их пойти на разные крайности. И в связи с этим необходимо проводить просветительскую работу, чтобы люди имели критическое мышление. Этому критическому мышлению мы сейчас стараемся
обучить наше молодое поколение, да, потому что они а, ну, они живут в таком пространстве, в таком мире, где у них благодаря новым современным технологиям, вот такие как наши с вами телефоны, да, они могут найти любую информацию. Но сейчас им надо фильтровать, да, понимать, что такое правда, да, что такое вот истина, что является настоящими ценностями. И наше общество проводит в рамках этого большую работу. Замечательно. Ну, из того, что вы сказали, понятно, что сегодня в условиях проведения этой гибридной войны, в том числе информационной войны, нужно формировать свое войско, которое могло бы в этой конкурентной борьбе, ну, так сказать, побеждать, становиться победителями, потому что это крайне важно в нынешней ситуации. И мы знаем, что 2025 год был объявлен годом защитника Отечества нашим общенациональным лидером Владимиром Владимировичем Путиным. Также у нас в Республике Саха-Якутия объявлен год защитника Родины решением Арсена Сергеевича Николаева. Вот в этой связи, конечно, могут быть различные формы работы, в том числе вы упомянули наших молодых сограждан, школьников, да. Вот у вас есть различного рода конкурсы, которые проводятся, в том числе конкурс инициатив родительских сообществ, конкурс «Родная игрушка», где вот зачинщиком выступает как раз-таки Российское общество знания. Пожалуйста, расскажите о них. Действительно, мы сейчас уделяем большое внимание формированию нашего лекторского корпуса. Сейчас у нас активных лекторов порядка 50, да, в нашем филиале. Но, как говорится, совершенству нет предела. Мы всегда находимся на стадии поиска новых лекторов, новых имен, которые могут доносить смыслы до нашего молодого поколения. Сейчас мы проводим работу по поиску лекторов в улусах, районах нашей республики. Также мы сейчас проводим работу по формированию лекторского сообщества в колледжах и в вузах нашей республики. Ну, в прошлом году мы большую работу в наших вузах тоже провели. У нас в Северо-Восточном федеральном университете сформирован большой пул лекторов. Мы сотрудничаем с Арктическим государственным агротехнологическим университетом, с Арктическим государственным институтом культуры и искусств. Они являются нашими постоянными партнерами. Также речное училище. И мы вот формируем такой пул лекторов. Да, и, пользуясь случаем, вот обращаюсь к нашим слушателям. Если, из числа педагогов, преподавателей, да, если вы хотите проводить просветительскую работу, то смело обращайтесь к нам, мы вам поможем. Поможем в плане чего? У нас с этого года появились мастер-лекции, то есть экспертами нашего общества знания, формируются мастер-лекции. Они готовятся практически ко всем знаменательным датам и событиям из истории нашей страны. Да, например, на этой неделе и в конце прошлой недели мы проводили лекции, посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда. Да, на подходе у нас лекции, посвященные годовщине Сталинградской битвы. Далее День науки и так далее, и так далее. То есть, что из себя представляет мастер-лекция? Это вот готовый материал в виде презентации, а также текст выступления, да, который мы можем передать нашим педагогам, и они на условиях нашего общества знания, они могут проводить их в рамках и внеклассных занятий, либо классных часов, да, то есть, это может быть такая дополнительная форма поддержки их самих и дополнительная форма по обучению подрастающего поколения. Тут возникает такое взаимодействие, да, когда
учитель, он не только дает знания, но и участвует в воспитательном процессе, тем самым проявляя социальную ответственность, тем более разделяя вот эти призывы, которые заложены в Годе защитника Отечества, да, Году защитника Родины. Я думаю, что это действительно так. А вы могли бы дать контакты, как им можно с вами связываться? Через социальные сети, через телефон? Да, можно связаться через социальные сети, можно написать на наш адрес электронной почты, да, если ввести филиал Республики Саха-Якутия, филиал Российского общества знаний в Республике Саха-Якутия, тоже сразу выйдет информация на сайте самого общества знания, либо можно обратиться по номеру телефона 8 411 49 66 20. Мы базируемся на базе Северо-Восточного федерального университета. И тоже через университет, там в университете нас тоже хорошо знают. Можно выйти, обратиться непосредственно в сам университет, да, и поскольку и ректор университета является председателем регионального отделения, то есть они могут нас, дать наши контакты. То есть, получается, в основе своей через официальный сайт Общества знания, где есть данные регионального филиала, так? А также странички ВКонтакте, да? Да. То есть сегодня есть полностью инструментарий для того, чтобы найти друг друга, и проявляя патриотические чувства, социальную ответственность, можно соучаствовать в этой работе. Но относительно конкурса инициатив родительских сообществ и «Родная игрушка», что бы вы могли рассказать более подробно? В прошлом году руководство нашего общества инициировало создание Всероссийского родительского комитета. Если вы задаетесь почему, да, вопросом, то я могу ответить. Мы все с вами понимаем, что семья имеет большую роль в воспитании подрастающего поколения. И сейчас проведением, например, конкурса инициатив родительских сообществ мы хотим обратить внимание нашего старшего поколения, родителей, тех детей, которые являются дошколятами, школьниками или студентами, чтобы они обратили внимание на своих детей. Не секрет, что сейчас с внесением изменений в федеральный закон об образовании, да, образование стало услугой, да, и полностью практически многие родители, они переложили вопросы воспитания своих детей на школы, на учреждения образования. Но, конечно же, важно самим родителям принимать в нем непосредственное участие. Данный конкурс инициатив родительских сообществ у нас проходит уже второй раз, это второй сезон. Сейчас идет ровный прием заявок на данный конкурс. Заявки можно подать до 11 марта. В конкурсе у нас несколько направлений, но основное условие это то, чтобы родительский комитет, да, школьный родительский комитет, он был официально задокументирован и отражен в уставе школы. Мы знаем, мы провели мониторинг, в основном в наших школах подобная работа уже проведена. И родительское сообщество, оно может инициировать проведение практически разного рода мероприятий, именно направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание своих детей. В прошлом году наша республика в данном конкурсе показала хорошие результаты. Было подано свыше 80 заявок от нашего региона. Если быть точным, 86 заявок. Из них победителями данного конкурса стали 4 школы. Это Намская средняя общеобразовательная школа номер 1 имени Гаврилева, Бахсытская средняя общеобразовательная школа имени Барашкова, это Чурапчинский улус, Марская средняя общеобразовательная школа, Нюрбинский район, и Актемская средняя общеобразовательная школа имени Шадрина с Хангаласского района. Данные школы получили федеральное финансирование. Например, если говорить про Актемскую школу, да, поскольку мы с вами, Александр Николаевич, являемся уроженцами Хангаласского района, да, давайте вспомним наш родной Хангаласский улус. У них была заявка, посвященная
а, постановки спектакля по мотивам Олонхо. Да, в нем задействовано большое количество родителей, да, они не только готовят своих детей, да, учат с ними тексты Олонхо, но и, например, задействованы в подготовке декораций, костюмов детей. То есть учитывается охват родителей. Да. То есть взаимодействие с ними, они уделяют своим детям большое внимание, больше своего времени. И таким образом, все мы понимаем, что общение с нашими детьми, это, благоприятно на них сказывается. Вот. В этом году у нас во втором сезоне конкурс, призовой фонд у нас увеличен, да, там, если мне не изменяет память, то призовой фонд у нас порядка 1 миллиарда рублей. Есть несколько категорий, да, начиная от 500 тысяч, заканчивая до суммой 2 миллиона рублей. То есть на такие масштабные проекты могут реализовывать наши родители совместно со своими детьми. Дмитрий Андреевич, вот тут вопрос возникает в части взаимодействия с Министерством образования и науки. Насколько вот плотно это взаимодействие в рамках участия в подобного рода конкурсах? Из ваших слов видно, что действительно там заложен большой потенциал, в том числе финансовой поддержки, которым грех не воспользоваться нашим общеобразовательным школам. С региональным министерством мы тоже работаем вплотную. Они курируют проведение данного конкурса на территории нашей республики. Ими, например, проинформированы и все муниципальные учреждения образования. Я сам тоже лично выступал перед начальником управления образования, тоже рассказывал про данный конкурс. Так что, такая... То есть информационно уже доведено. Да, информационно, доведена. До каждого муниципального образования. Может быть, сейчас кто-то находится на стадии такой разработки, да, либо кто-то колеблется, подавать заявку или нет. Я вас призываю, слушателей, чтобы вы не боялись, да, потому что это хорошая инициатива, которая реально может быть поддержана. Вот, например, могут быть поданы даже те заявки, которые были поданы на первый сезон, но не получили признание. Да, признание. Данные заявки вы можете доработать, да, сами посмотреть, оценить, актуализировать. Можете посоветоваться еще со своими коллегами из других школ, может, других учреждений, может, они что-то подскажут, кто-то тоже захочет оказать содействие в реализации вашего проекта. Так что, как говорится, дерзайте. Может быть, сделать такую памятку, 4 школы, которые вы назвали, да, стали победителями, с какими проектами они выступали, что содействовало их успеху. Тогда бы была некая такая дорожная карта, в каком направлении двигаться, потому что идей может быть много, но реализуемые они могут быть такие единичные, да, которые распространить. А что касается родной игрушки? Родная игрушка — это новый конкурс, новая инициатива. Все мы понимаем, что человек формируется с самого детства. Смотря с чем он играет, да, что является для него примером, можно сказать, авторитетом. Да. Сейчас мы можем посмотреть в наших магазинах, да, на наших полках, какие игрушки там стоят. В основном они несут честно и открыто западные ценности. Поскольку, например, Капитан Америка и так далее, а мы должны сформировать уже новые игрушки, которые несут наши ценности, наш культурный код нашей страны. То есть мы можем сейчас определять виды этих игрушек, может быть, вносить их в качестве предложений, может быть, уже начинать производить, масштабировать, чтобы это потом в последующем было перенято другими субъектами Российской Федерации. Действительно, огромное поле для проявления инициативы, да, креативности, я думаю, все слышат
и присоединяться к этой работе. А мы прервемся на короткую рекламу, потом продолжим нашу передачу. Будьте с нами. Еще раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей. Мы продолжаем нашу передачу по теме распространения знаний, миссия Российского общества знаний. Вот, вместе с обществом знаний мы должны побеждать на всех фронтах, и в том числе, конечно, воспитание наших детей. Мы продолжим наш разговор в части федеральных конкурсов. Мы говорили о конкурсе родительских сообществ и говорим о конкурсе «Родная игрушка». Пожалуйста, продолжите. Ну, основная цель конкурса «Родная игрушка» – это стимулирование нашего общества на производство отечественных игрушек, которые несут ценности, наши традиционные ценности. Все мы с вами помним, что в 2022 году были в Конституцию нашей страны были внесены определенные поправки, да, которые касаются данного вопроса, и мы их, конечно же, поддерживаем. И тематика данного конкурса, она разная. Да, это могут быть игры, которые посвящены вопросам семьи, духовно-нравственным ценностям. Это могут быть игрушки, которые отражают историю и культуру нашей России, культуру народов, которые там проживают. Это могут быть игрушки, посвященные технологическим прорывам. Ну и, само собой, игрушки, посвященные героям 21 века. Принимаются самые разные игрушки. Это не только такие осязаемые игрушки, да, но это может быть и настольная игра, может быть и конструктор, либо сборная модель, либо мультимедийный проект, да, то есть такая онлайн-игрушка. Все мы сейчас понимаем, что, конечно же, большое внимание нашего подрастающего поколения приковано к развитию IT-технологий. Все они играют в игры на своих телефонах, в онлайн-игры, в компьютерные игры. И есть необходимость заполнить данное пространство онлайн-игр, играми, которые несут наши смыслы. Да, патриотические смыслы, они, которые посвящены истории нашего Отечества. Почему бы, например, не создать стратегию, посвященную Куликовской битве, да, тоже одна из тоже знаменательных событий в нашей истории. Может быть, еще одна дополнительная игра, посвященная, например, Нюргун-Батору нашему, да, который является героическому эпосу Ланхо. Да, герой нашего эпоса Ланхо, который является защитником нашего народа, да, от всяких разных абасы, да. И ребенок, играя в такие игрушки, он тогда будет понимать, сначала будет изучать, кто он такой, да, в чем его смысл и так далее. А потом он уже будет понимать, кто он сам, да, к какому народу он причастен, какую историю имеет его страна, его государство, его народ. То есть, такие зародыши, как говорится, патриотизма, да, в маленькую детскую голову они могут появиться. Да, здесь можно, мне кажется, сотрудничать и с НВК Саха. У них хорошие детские проекты, которые в качестве мультфильмов вызывают уже интерес, поскольку они по-современному подаются. Действительно можно коллаборацию такую проводить, чтобы были выработаны такие востребованные игры. Да. Скажите, пожалуйста, о наиболее значимых проектах, которые реализуются именно нашим филиалом, якутским филиалом Общества знаний. Какие достижения есть, в чем важность для наших жителей этих проектов? Наш филиал, он проводит большую работу по реализации проектов, например, «Знание лекторий». Да, это наш основной проект. Сейчас он называется «Знание регион». Мы там рассказываем для жителей нашего региона, например, лекции, посвященные и духовно-нравственным вопросам, и вопросам, например, которые являются отражением современных проблем. Да? Например, много лекций мы провели
посвященный вопросам кибербезопасности. Да, не секрет, что каждый день якутяне становятся жертвами наших интернет-мошенников, и как с ними бороться, как выявлять их механизмы, как не попасться в их манипулятивные сети. Обо всем этом мы рассказываем на наших лекциях. Также реализуется проект «Знание государства». Вот, Александр Николаевич, вы являетесь у нас тоже одним из основных лекторов в данном проекте. Да. Мы проводим в рамках данного проекта лекции для государственных служащих. Да, для тех людей, которые иногда не находят времени, например, задуматься о тех целях, которые мы с вами все преследуем. Большая работа проведена по реализации проекта «Знание наука». Да, сейчас идет десятилетие науки и технологий в нашей стране. Мы популяризируем науку, рассказываем о достижениях нашей научной промышленности, рассказываем о наших молодых ученых. Потом есть проект «Знание карьера». Мы прикладываем большие усилия в ту работу по определению будущих профессий для наших школьников, чтобы они, уже поступая в вузы, практически каждый школьник уже должен четко понимать, куда он поступает, потому что... Не допускать роковых ошибок. Да, потому что... Чтобы не уйти с половины курса обучения там. Это очень важно, да, действительно. Вот, как вы правильно сказали, у нас достаточно много уже студентов в последнее время, они поступают, и только поступив, понимают, что, например, профессия физика, это для них это сложная профессия, и им по душе другая профессия, и они бросают свое обучение, то есть теряют свое время. И чтобы таких процессов у нас было как можно меньше, мы проводим такую просветительскую работу. И мы еще раз призываем слушателей и зрителей, которые находятся в улусах, районах, тоже присоединяйтесь к этой работе, и мы с вами будем проводить такую работу непосредственно с нашими школьниками в улусах, в сельской местности, потому что, как нам говорит Конституция, мы должны обеспечить равные условия для образования. Совершенно верно. Какую роль играет общество знания, популяризация науки и образования среди молодежи Якутии? Вот некоторые детали вы сказали. Есть ли какие-то специальные инициативы, которые направлены на поддержку молодых ученых, сегодня обучающихся студентов? В рамках проекта «Знание наука» мы ищем молодых ученых, чьи работы, чьи лекции могут быть востребованы для нашего общества. Например, в рамках трека «Знание наука» кандидат педагогических наук, молодой ученый нашего университета Максим Сорочинский, он, например, принимал участие в качестве спикера, приглашенного спикера через линию Российского общества знания в Конгрессе молодых ученых, который проходил в ноябре прошлого года в городе Сочи. Да, Конгресс молодых ученых сейчас является основной площадкой нашей страны, да, где собираются лучшие умы со всех регионов и обсуждают те или иные вопросы, касающиеся дальнейшего развития нашей отечественной науки. И например, благодаря поддержке Российского общества знаний Максим Анатольевич, он был приглашен в качестве спикера, не в качестве участника, слушателя, а в качестве спикера. То есть он делился своим опытом, своими наработками с многочисленной аудиторией, которая состояла из числа молодых ученых из всей страны. Дмитрий Андреевич, из вашего рассказа вытекает, что у нас достаточно много достижений и в участии различных конкурсов, подготовки кадров, в том числе востребованных лекторов, которые уже на федеральных площадках могут делиться своими знаниями, опытом. А какие существуют трудности, какие есть вызовы перед обществом знания сегодня? Основная трудность – это то, что наших лекторов их недостаточно для проведения полномасштабной работы по охвату всего населения нашей республики.
да, поэтому мы используем любые возможности, чтобы мы могли где-то заявить о себе, чтобы люди узнали о том, что общество знания, оно возрождено, оно работает, что они могут к нам присоединиться и проводить просветительскую работу. Ну, вот вы говорили про наши достижения. Я хочу еще, как говорится, немножко похвастаться, да, рассказать про достижения наших якутян. Например, буквально через несколько дней в Москве состоится финал конкурса, всероссийского конкурса «Знание лектор». Да, это новый конкурс. Там тоже принимает участие большое количество лекторов со всей страны. И наш молодой ученый, тоже лектор нашего общества, Дмитрий Дмитриевич Жирков, да, он является сейчас заместителем декана филологического факультета по воспитательной работе. Он является вот финалистом данного конкурса. И буквально через несколько дней он вылетает в Москву, где будет защищать честь нашей республики. Здорово. Давайте пожелаем ему успехов. Да, присоединяюсь. Надо обязательно пожелать успехов ему. Да. И у нас сейчас тоже приближается финал конкурса «Знание премии». Это «Знание премии» — это самый главный проект, да, посвященный выявлению и поддержке талантов и хороших просветительских проектов. В шорт-лист номинации «Продвижению русского языка и языков народов Российской Федерации» вошла Светлана Васильевна Федорова. Это декан факультета довузовского образования и подготовки СВФУ. Сейчас идет народное голосование, и, пользуясь случаем, я призываю всех якутян войти на сайт «Знание премия» и через социальную сеть ВКонтакте, да, через авторизацию по данной сети проголосовать за нашу Светлану Васильевну, потому что ее проект является действительно уникальным. Она является одним из инициаторов и организаторов Всероссийской олимпиады школьников по родным языкам и литературам народов России. Да, сейчас, вот, например, в прошлом году школьники из 66 регионов нашей страны, то есть большая часть нашей страны была охвачена, и они проводят олимпиаду по 54 языковым профилям. Да, то есть... да, это замечательно. Вот непосредственно президент Российской Федерации много раз подчеркивает, что мы многонациональная страна, мы должны развивать языки, культуру разных народов. И я думаю, что это вот как раз в тренде. Светлане Васильевне тоже пожелаем успехов. Вот скажите, пожалуйста, как вы взаимодействуете с местными образовательными учреждениями, научными организациями? У нас в региональном отделении создан наблюдательный совет. Вот руководители наших ведущих научных учреждений, такие как Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук Михаил Петрович Лебедев, президент Академии наук Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Владимиров, они являются членами наблюдательного совета. Да, мы тоже с ними, в этом году еще нам предстоит выстроить план совместной работы. Потом, как я уже ранее говорил, в наших ведущих вузах нашей республики мы проводим просветительскую работу с привлечением их сотрудников. Сейчас мы проводим работу по поиску лекторов в учреждениях среднего образования. То есть мы масштабируем нашу работу, ищем новых спикеров, которые способны доносить смыслы до нашего подрастающего поколения. Ну вот у нас во всех субъектах Российской Федерации созданы филиалы общества знания. Да. И существует ли какой-либо механизм взаимодействия между ними, может быть, обмена опытом? Что бы вы могли в этой связи сказать? Центральным аппаратом нашего общества проводится, почти ежемесячно проводятся онлайн-семинары, да, с участием директоров, где мы делимся своим опытом, например, опытом по
просветительской деятельности, либо опытом по реализации тех или иных проектов, либо опытом по работе с лекторским сообществом. То есть мы учимся друг у друга. Наша страна большая, она уникальная, и у каждого региона есть своя региональная специфика. И вот очень интересно слушать своих коллег, которые тоже вот сталкиваются с теми или иными проблемами. Ну, практически у нас проблемы, они идентичны, да, и как тот или иной регион подходит к решению той или иной поставленной перед нами задачи. Потом у нас ежегодно, 2 раза в год нас собирают в Москве и проводят такие обучающие семинары для директоров филиалов, где мы имеем возможность пообщаться друг с другом, да, поскольку наша страна, ну, как я уже ранее говорил, она действительно большая, и мы не всегда имеем возможность вживую пообщаться друг с другом. Да, и непосредственно на обучении мы имеем возможность и вживую пообщаться, обменяться друг с другом опытом. И мы очень благодарны нашему центральному аппарату в том, что они готовят для нас очень насыщенную и интересную образовательную программу. То есть мы не только слушаем друг друга, но и для нас выступает ряд федеральных спикеров, которые раскрывают те или иные аспекты нашей просветительской деятельности. Вот вы рассказали, что необходимо расширять лекторский пул, чтобы люди верили в себя, каждый имел возможность совершенствоваться. То есть вы сегодня представляете нам, образно говоря, спортивным языком виды спорта. Каждый может совершенствоваться по тому или иному направлению образовательной деятельности для того, чтобы свои знания доводить до более широких масс. И в этом отношении, конечно, какие-то вот есть, наверное, успешные истории, когда вы можете говорить о таких людях, которые сами себя делают посредством общества знания. Ну, у нас много интересных лекторов, да? Например, вот те люди, про которых мы до этого разговаривали, вот Максим Анатольевич Сорочинский, да, вот как он стал одним из ведущих спикеров, он является победителем Лиги лекторов 2023 года. И вот, например, людям, которые планируют поступить в наш лекторский корпус, я призываю их не останавливаться, не бояться, да, потому что в случае чего мы поможем, у нас есть методические материалы. Хорошо, у нас завершается время передачи. Я хочу вам пожелать всяческих успехов, сознанием победить. И я думаю, что мы будем и далее рассказывать о наших конституционных ценностях нашим телезрителям и радиослушателям. Спасибо всем вам за внимание.